На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. В состоянии здоровья премьер-министра Александра Ангваба отмечается стабильно положительная динамика, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Александр Ангваб продолжает лечение в Москве. Премьер-министр был госпитализирован в одну из клиник Москвы с диагнозом коронавирусная инфекция 8 января. Наша съемочная группа работала в красной зоне Гудаутского ковид-госпиталя на 4-м этаже в терапевтическом отделении, которое было перепрофилировано в инфекционное. Лежит 34 пациентов с коронавирусом. Состояние больных средней степени тяжести. На сегодняшний день они обеспечены всеми лекарственными препаратами, получают необходимый уход. Расширенный репортаж, в котором интервью с врачами, пациентами и обслуживающим персоналом больницы, смотрите в нашем эфире во вторник. А сейчас небольшой отрывок из него. Если у нас люди отяжелели, если они нуждаются в реанимационных мероприятиях, мы их переводим в реанимацию. Да. И бывает, что они к нам возвращаются. Но не все люди, которые лежали в реанимационном отделении, возвращаются к нам. Они могут оставаться и там, долечиваться на 2-м этаже, где лежат больные с заболеванием средней тяжести. Здесь только кислородотерапия, только кислород. Ни СИПАП, ни ИВЛ здесь нету. Да, потому что это уже должен реаниматолог работать с такими больными. Здесь реаниматологи не работают. Персонала не хватает. И среднего персонала не хватает, и врачей тоже, конечно же, не хватает. А вот реабилитация после ковида? С реабилитацией все гораздо сложнее. Пока что у нас не было возможности заниматься полноценной реабилитацией, потому что у нас не хватает мест. Для того, чтобы заниматься полноценной реабилитацией, должны быть достаточное количество мест, и должен быть уже специальный персонал, который этим будет заниматься. Пока у нас такой возможности не было. Даст Бог, будет меньше людей, то мы, конечно, уже будем этим заниматься. Реабилитация частично, конечно, наши больные проходят. Они не могут уходить домой на концентраторах кислородных. Вот это уже это та минимальная реабилитация, которую они получают. 8 февраля часть столицы вновь осталась без света на несколько часов. Причина – ремонтные работы на подстанции Сухум-1, где уже 4 месяца энергетики устанавливают новые выключатели и меняют провода. По словам специалистов, без отключений не обойтись. О ходе ремонта на подстанции и о том, как долго он продлится, в репортаже Гугуцы Вардани. Подстанция Сухум-1 – самая большая подстанция столицы. Отсюда обеспечивается светом большая часть города. По словам энергетиков, отключения во время ремонтных работ неизбежны. Это новое оборудование немецкой фирмы Siemens. По словам специалистов, оно высокого качества и прослужит долго. Но при его установке надо отключать электричество. На это есть свои причины. Провода проходят очень близко, габариты нарушаются, эта техника может пострадать. В первую очередь человек может пострадать, эта техника, это уже второстепенная. И чтобы избежать всех этих несчастных случаев, приходится вынужденно отключать. Меняют вот эти сети на бетонных опорах, выключатели. На подстанции их 9. 7 из них уже заменили. И по утверждению специалистов, при их замене отключений практически не было. А вот при установке 8-го свет пришлось отключить на несколько часов. Есть такие моменты, где линию не поменяешь, не отключив эту линию. Это понятно. Никто не может провод поменять у себя, не отключив выключатель. То же самое у нас. Замена 8-го выключателя идет к завершению, но 9 февраля планируется приступить к установке последнего 9-го выключателя. А это значит, что отключение света возможно и в этот день. Однако все зависит от погодных условий. На замену одного выключателя уходит почти неделя. Кроме того, здесь меняют не только выключатели, но и все провода, все входящие линии. Таким образом, поэтапно вся подстанция Сухум-1 будет отремонтирована. Сейчас завершается первый этап ремонта. Следующий этап тоже придется потерпеть некоторые отключения, но это необходимо. Это все советских времен все это стоит. Это все надо менять, все надо делать. Мы хотим свет качественный, а для этого необходимо потерпеть. Это просто все наложилось одно на другое. И со стороны кажется, что электрики это самые нехорошие люди. Но на самом деле мы стараемся, мы все делаем
все, что мы можем, все, что в наших силах. Ремонтные работы на подстанции начались еще до пожара в октябре прошлого года. А в декабре из-за перегруза в сети здесь горело 16 отходящих фидеров, 2 секционные и 4 вводные ячейки. У нового оборудования есть еще одно преимущество. При аварийных случаях оно быстрее срабатывает, сохраняя следующее оборудование, которое за ним стоит и перед ним находится. И они более надежные, они более, токи более мощные, могут через них проходить и выдерживать они это могут. Ремонтные работы на подстанции Сухум-1 ведутся в рамках российской инвестпрограммы. Гугут Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации между Министерством иностранных дел России и Абхазии. В них приняли участие чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба и директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. Как сообщили Абснепресс, в посольстве Абхазии в России стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Основные направления взаимодействия на международной арене. Подтвержден обоюдный настрой на углубление российско-абхазских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Ситуация в селе Бедия, где произошел оползень, остается сложной, сообщил Абснепресс глава администрации Ткорчалского района Исидор Дочия. 22 января здесь произошел большой оползень, из-за которого село оказалось полностью отрезано от Ткорчала. Пострадали 3 домовладения. Сейчас еще одна семья находится в опасности. Дорожное полотно разрушается все больше и больше. По словам Исидора Доча, в ближайшее время будет создана комиссия, и специалисты будут искать выход из ситуации. Раньше от Ткорчала до села Бедия можно было доехать в течение 10 минут. Сейчас жителям приходится ехать в объезд, а это около 70 километров. Как отметил Доча, у района нет средств для оказания помощи пострадавшим семьям. Мы отправили соответствующие документы в кабинет министра. В скором времени собираемся обратиться за помощью и к президенту, отметил он. Пострадавшая от оползня дорога связывает с городом Ткорчал села. Это Бедия-Ду, Агубедия и Бедия. Дорога была восстановлена и заасфальтирована на средства инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная стоимость составила около 60 миллионов рублей. Работы велись с 2017 по 2022 годы. 3 семьи, ранее пострадавшие из-за оползня, переселились из своих аварийных домов к родственникам. В Абхазии завершается вакцинация от сезонного гриппа. В этом году желающих привиться оказалось намного меньше, чем обычно. Как проходил процесс вакцинации в столичных поликлиниках, расскажет Эсма Голанце. В детской поликлинике продолжается вакцинация от сезонного гриппа. Привить ребенка можно с 6 месяцев препаратами Совигрипп и Ультрикс, защищающих от гриппа типов А и Б. Правда, далеко не все родители спешат приводить детей на прививки, в том числе календарные. Кто-то опасается, что лишний поход в медучреждение – это риск заразиться ковидом. Другие считают, что прививки от гриппа сейчас вообще не нужны. Врачи, напротив, убеждены в том, что в условиях пандемии особенно важно прививаться от гриппа. Ведь это возможность избежать осложненной инфекции, когда 2 вируса накладываются друг на друга. К сожалению, количество проведенных вакцинаций в этом году значительно меньше, чем в предыдущих годах. Значит, в связи с обстановкой общеизвестной эпидемической. Если брать возраст до 15 лет, то мы всего сделали вакцины Ультрикс. Это российская вакцина, она каждый год к нам поступает. Значит, в дошкольном периоде 137 человек привито, школьный 150, то есть всего 287. Это, конечно, мало. Мы продолжаем вакцинацию. Конечно, правильно ее проводить в ноябре, в декабре месяце, но учитывая, что у нас такая вялая и затяжная вакцинация, в данный момент мы продолжаем ее. В поликлинике продолжает работать специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на COVID-19. Здесь проводится диагностика инфекции. Кабинет находится в этом же здании, но с отдельным входом. Прием ведут врач и медсестра. У нас работают бригады неделями, они сменяют друг друга, затем уходят, как положено, на карантин на определенный период. Также в этом кабинете особо нуждающимся
детям-инвалидам мы стараемся выдать медикаменты бесплатно. Если говорить об общем количестве заболевших по городу Сухум, значит, ковид-ПЦР положительные дети, за весь период их было 275 детей. Вот, а общее количество контактных, которые мы периодически получаем с городской санэпидстанции, их уже насчитывается около 2000. В Сухумской городской поликлинике вакцинация взрослого населения уже завершилась. И здесь количество привитых значительно меньше, чем в предыдущие годы. Вакцинация началась с декабря месяца. Было привито 560 человек. Но вот по сравнению с прошлым годом это почти в 2 раза меньше. Мы обслуживание больных ведем по телефону. И анализы все по WhatsApp, и все пересылаем только путем телефона. И в последнее время обращаемость в поликлинике тоже значительно снизилась. Возможно, вот с этим и связано то, что желающих делать вакцину, в принципе, и уменьшилось. Что касается планируемого завоза вакцины от коронавируса, врачам поликлиники пока ничего об этом не известно. Основная информация о вакцинации – та, что есть в официальных источниках. От коронавируса бесспорно нужно прививаться, особенно людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, такой как сахарный диабет. И, как говорится, и хроническая легочная недостаточность, и хроническая сердечная недостаточность. Как сообщил Минздрав, в течение месяца Абхазия должна получить ковидную вакцину. Но, как известно, вакцинации подлежат люди старше 18 лет. На самом деле, полной официальной информации об имеющихся российских вакцинах не так уже много. На сайте государственных услуг города Москвы указаны противопоказания к вакцине. Согласно информации, это острые инфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний и тяжелых аллергических реакций, а также беременность и лактация. Во всех остальных случаях вакцинация от COVID-19 рекомендована. Эсма Голанзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. С 1 по 7 февраля сотрудниками госавтоинспекции Министерства внутренних дел выявлено более 1500 нарушений правил дорожного движения. Водители, управлявшие автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, привлечены к административной ответственности. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции МВД Абхазии предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Ежесуточно проводятся профилактические и рейдовые мероприятия с целью снизить уровень аварийности и пресечь нарушения. Наряды ГАИ на стационарных постах и передвижные патрульные экипажи выявляют нарушителей и привлекают к ответственности лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии. За прошедшую неделю с 1 февраля текущего года силами подразделений госавтоинспекции МВД выявлено 1639 нарушений в области дорожно-транспортного движения. Привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении 78 водителей, и 1 человек пребывал под воздействием наркотического средства. Автодорога – это зона повышенного внимания. Здесь нет места самоуверенности и беспечности. Надо помнить об этом, и наши дороги станут безопасными. Граждане Абхазии, которые получают только абхазскую пенсию, смогут снимать деньги с банковских карт через банкоматы. Об этом сообщил председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария. В общей сложности активировано около 21 тысяч банковских карт. Напомним, что с августа 2020 года прекратилось перечисление российских пенсий на банковские карты жителей Абхазии. Это было сделано по просьбе российской стороны из-за того, что некоторые люди продолжали снимать с карт пенсии за своих умерших родственников. Подобные факты имели место и в отношении банковских карт пенсионеров, получающих абхазскую пенсию.
После капитального ремонта в Пицунде открылось отделение Сберегательного банка Абхазии. Кроме выдачи пенсии, здесь также можно воспользоваться услугами по пополнению банковских карт, переводом денежных средств в любую точку мира, произвести таможенные, налоговые, коммунальные платежи. Ремонт отделения Сбербанка в Пицунде начался 3 января. Работы планировались завершить в течение 2 недель, но из-за нестабильной подачи электроэнергии и погодных условий открытие пришлось отложить. По словам председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателя, планируется поэтапно привести в надлежащий вид все отделения Сбербанка по республике. В Пицунде это такое одно из ключевых мест для Абхазии, да, в сфере приема туристов. Огромное количество людей приезжает, и, честно говоря, даже стыдно, что в таком состоянии пребывало здание, где обслуживались клиенты. Ну, я надеюсь, что данное отделение, которое отремонтировано за достаточно короткие сроки, оно, значит, понравится в первую очередь горожанам, жителям Пицунды, пенсионерам, которые составляют львиную долю всех клиентов Сберегательного банка здесь, что они будут довольны, им понравится. И самое главное, это безопасно. Если вы обратили внимание, операционисты сидят за стеклами. И в наше время, когда еще и на фоне иных сложностей появились проблемы с вероятностью заразиться коронавирусной инфекцией, это тоже немаловажно. У нас сотрудники отделены от клиентов стеклом. И в конце выпуска прогноз погоды. Во вторник, 9 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +10-15, температура морской воды +10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.